в городе Ярославле есть ООО «Золотое кольцо», собственниками которого являются богатейшие люди нашего города, семейство Галагаевых. И как-то непонятным образом вот этот вот земельный участок прямо в границах памятника природы оказался в собственности ООО «Золотое кольцо». Все это было сделано с нарушениями. То есть возле памятника природы должны были посчитать только ту территорию, которая находится в собственности ООО «Золотое кольцо». И, исходя из этой территории, определить плотность застройки, определить, сколько этажей здесь можно было строить, и не затрагивать ни в коем случае охранную зону памятника природы. Мы писали очень много писем, что это земли сельхозназначения, что все это рядом с особо охраняемой природной территорией, но каким-то образом все им удалось отрегулировать. Сейчас вы видите, строительство идет, кран работает, и уже заложен фундамент под следующий дом. Адрес здесь станция Уроч 10. Это бывшая вечерняя школа общеобразовательная, которую закрыли пару лет назад, поскольку она перестала удовлетворять современным требованиям для учебных заведений. Сама школа и ее земельный участок городом, департаментом градостроительства переводятся в зону из детских учреждений из ДУ в зону ОД общественно-деловая. Дети вынуждены просто болтаться по улице, потому что других каких-либо занятий у нас нет. У нас ни детских площадок, ни спортивных площадок, ни какого-то рода типа зданий, сооружений, где можно было бы прийти и устроить свой досуг хотя бы раза-два в неделю. У нас сейчас есть опасения, что данный земельный участок может уже в скором времени просто уйти либо с молотка, либо его передадут в чьи-то руки. К уже построенным многоэтажным домам, например, на улице Мирной, отсутствуют подъездные пути, отсутствуют автомобильные дороги. У нас нет элементарно пешеходных дорожек для того, чтобы дети нормально ходили на остановочные комплексы. Администрация Ярославского района творит беспредел и полное безобразие с тем условием, что разрешает жилую застройку без условия строительства социальных объектов. Социальные объекты построить администрация не может, так как у нас бюджетом предусмотрено лишь небольшое количество денег. Администрация даже толком не может участвовать в софинансировании федеральных программ. Теперь эти общественные обсуждения проходят у нас только на сайте, в электронном виде. Многие жители не имеют возможности доступа к этому сайту, не имеют вообще возможности подключения к интернету в сельской местности. На проекте были, безусловно, нарисованы детские дошкольные учреждения и среднее общеобразовательное учреждение, нарисована поликлиника. Но мы понимаем, что по факту эти образовательные учреждения построены не будут. Это все для того, чтобы протащить этот проект планировки. Жители ближайших домов несколько дней назад, к удивлению для себя, узнали о планируемом строительстве. Ни мэрия, ни территориальная администрация не анонсировали ничего, что могло бы произойти на этом земельном участке. Этот земельный участок принадлежит не просто одному дому, а им пользуются люди целого микрорайона. То есть они проходят мимо, где-то ездят здесь мимо, пользуются мусорной площадкой, пользуются коммуникациями, которые проходят под землей, которые мы не видим.
по недосмотру каких-то должностных лиц города все от этой ситуации пострадали. То есть деревья уже не вернуть, газон не вернуть, жители все негативно настроены, арендатор тоже деньги свои потратил. И если все это откатывать обратно, то все будут с убытками. В том числе и город от этого ничего не выиграет, потому что, возможно, придется какие-то неустойки платить.